решили в итоге, что информационная безопасность в Ингушетии это что? Это я даже не знаю. А мы решили, потому что мы математики хорошие. Я думаю, можно решить не только став математиком. Мне вот больше всего Мы уже в интересно... эфире. Мне больше всего интересно понять следующее. Тем у нас, в принципе, есть. Но мне больше интересно понять, насколько это вообще может быть интересно людям. Ну, вообще, в принципе, как мне больше всего перед тем, как мы начнем эту тему обсуждать, понять, насколько вообще у нас в Ингушетии развита вот эта вот вся тема с информационной безопасностью, насколько серьезно к этому вопросу относятся. Есть у меня такое чувство, что в последнюю очередь к этому относятся серьезно, когда уже все данные и вся информация, весь сайт был взломан, все, что возможно было получено. Вот, кстати, Да, Братишка, я слушаю, давай после тебя. не, да, у меня Нет, это, на самом деле, если вопрос поднимать ибо в каком уровне вообще на республике, тут уже отрицательное значение. Не ноль, а отрицательное значение. Отрицательное в каком смысле? Да, потому что в первую очередь информационная безопасность это же не столько там, как сайт нарисован, там, какое ПО, как он работает, какие там у него есть уязвимости. А если смотреть с законодательной точки зрения, просто самый как бы любопытный пример – это защита персональных данных. Вот это как бы сейчас как бы Россия, оно сильно внедрилось, да, и вот защита персональных данных. Вот это является как бы основополагающим, вот для нашей даже республики основополагающим тем, что можно говорить об ИБ в республике. Просто на самом деле это элементарная вещь, да, персональные данные. Ну да. В республике оно стоит на самом низком уровне. Если даже провести некий соцопрос, ну, допустим, возьмем элементарный пример, да, там. Ваня, слышно меня, да? Да. Допустим, Хаваш, тебе звонят, допустим, тебе говорят, вот я специалист службы безопасности Сбербанка, вы хотите сделать перевод, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Ну, были случаи такие. Ну, это часто бывает, иногда даже. В год как минимум 5 раз. Вот это типа, вот, мне когда звонят, мне тоже так часто звонят, я сразу спрашиваю, почему вы нарушаете закон персонального данных. Все, больше разговора никого не бывает, сразу кладут трубку. То есть они без согласия моего, как бы я не согласился передать свои персональные данные, где-то они их нарыли и им пользуются. И даже когда... Ну, опять же, смотри, какой момент, Рамзан. Меня больше всего даже интересует, какой момент. Откуда эти данные, черт подери, они берут? Вот этот вопрос меня больше всего интересует. Вот, этот вопрос уже идет как вторым вопросом. Ну, понимаешь, типа, получается, какая история, что есть, скажем так, рынок, информационный какой-то рынок, который торгует данными личной информации какого-то там, я не знаю, клиента или клиентов. И то есть получается какая история? То есть получается или через там Darknet или каким-то там, я не знаю, через какой-то форум они просто покупают эти данные, или есть, наверное, какой-то у них свой чувак, который эти данные им просто пихает. И вот они делают вот такие вот звонки. Ну, тут получается слив данных идет, допустим, в очень грубой форме. Это как бы направление называется DLP. Да? Как называется? DLP. Это что значит? DLP – это утечка данных. Да? Учитывая утечки данных. То есть это как бы сам перевод Digital Light Processing, то есть буквально перевод цифровая обработка света. Да? Но суть в нем означает, что это предотвращение утечки информации. То есть это, допустим, даже персональные данные, они утекают. То есть кто-то рассматривает как DLP, как бы один из составляющих информационной безопасности, это DLP. И ушла утечка, некий злоумышленник его получил, вот те же там обзвоны эти, которые, да, там звонят, там, тоже как бы, это как бы инженерия своего рода, и плюс тут DLP была утечка, и плюс тут пользуется социум, да, как бы человек, ну, как бы,
ну, как человек на это реагирует. Да, были много таких случаев, человек реально говорит все данные своей карты, и у него сливает. Ну, сейчас как бы, исходя из вот этого систем DLP, систем защиты информации, там, как бы любой такой перевод, он блокируется, и уже от кредитора поступает сам звонок. Вы реально совершали такой платеж или нет? То есть уже бывает у них как бы своя, как бы черный список, при котором происходят, да, вот эти звонки, и уже сам кредитор уже звонит. Просто, ну, иногда и списываются, и если они у тебя списались, все, ты их как бы не получишь, эти деньги обратно. Ну, смотри. Давай, Ибрагим, ты хотел сказать, я не буду тебя перебивать. Да, мне вот сейчас очень стало интересно. Рамзан, а ты вообще какое отношение имеешь в этой информационной безопасности? Ты сам пентестер или как? Ты же вроде бы программист, если я не ошибаюсь, верно? Я программист широкого профиля, так скажем. Все программисты души пентестеры. Нет, это понятно, мне просто он же так рассказывает, что ты же тесные отношения имеешь к информационной безопасности, да? У меня 15 лет работы ИБ. Информационной безопасности, да? Да. Интересно. Кевин Митник хорош? Хорош. А у меня такой вопрос. Это, конечно, все интересно касательно именно вот этих колл-звонков, и там даже уже понятно, очевидно, откуда происходит вот этот вот весь слив. Больше всего интересно понять следующее. Касательно, давайте именно акцент будем делать на саму нашу республику. И вот вопрос именно информационной безопасности обсуждать именно в этом направлении. Тут хорошо. А можно я тебе тогда задам вопрос, Хваш? Давай. Я давний подписчик твоей инстаграм-страницы, и у тебя там один пост был, где ты выложил фотку, типа там был, наш я уже понял, глава, и да, и типа ты говорил, что если на макбуке что-то там включено красным, то это значит, что твоему устройству хотят получить доступ. Сейчас ты так же считаешь или как? Потому что... там знаешь, как было? Там я даже не внесу немножко уточнений. Вспоминая то, что я тогда публиковал. Ты хотел тогда подключиться, я не в этом моменте. Сделали фотку, и ты такой, Нет, там прикол, знаешь, какой был? Короче, суть в чем была? Это просто можно было бы отдельным мемом делать. Короче, суть в чем была? Когда Евкуров наш был президентом, извиняюсь, не президентом, а главой, да неважно, кто бы даже там не был бы, на iMac'е, вот у главы, на iMac'е было наклеено на вебку была наклеена вот такая вот зеленая штучка, типа там, не знаю, скотч, что-то там, неважно. И тем самым представители главы республики там Ингушетия, заместители, кто-то еще, неважно, кто, наверное, какой-нибудь ИБшник оттуда решил, что это мега офигительная защита, и таким образом, это просто оберег от хакеров, как я понял. И таким образом, не получится взять и просмотреть вебку. Но тут очень важный момент. Я это даже говорю не конкретно вот этим представителям, а вообще всем, кто скрывает свою вебку и думает, что все прекрасно, и значит твою информацию, твою личность нельзя будет идентифицировать. К сожалению, это так не работает. Если какой-нибудь чувак, неважно какой это угодно будет вирус или что угодно, сможет просто получить доступ к твоему компьютеру, к твоему устройству, можешь просто клеить скотчем весь монитор вместе с вебкой. Можешь там шубы маме накласть, что угодно, куртки класть. То, что твою информацию сольют, и неважно какие фотки, что бы это там ни было, это 100%. Защитив именно таким образом себя, там, скрыв вебку, ты не гарантируешь самому себе, что твоя информация не будет доступна третьим лицам. То есть больше, мне кажется, нужно беспокоиться не как о вебке, а как именно о том, что именно ты скачиваешь с интернета. И тут, наверное, мы плавно можем перейти к вопросу гигиены касательно именно
информационной безопасности и того, что ты скачиваешь в самом интернете. И вот мне хочется понять, как вот предотвращать себя от вот таких вот вещей. Как сделать так, чтобы у тебя не получилось там хотя бы, ну, взломать. У меня есть скажем. один ответ на этот Давай, вопрос. давай. Нужно зарабатывать больше денег, чтобы не скачивать вот этот пиратский софт. Ага. То есть ты предлагаешь покупать все программы? Конечно. Я тебе скажу так, учитывая то, неважно, какая у меня будет зарплата и какая у меня есть сейчас, я меньше всего сомневаюсь. Я знаю твою зарплату. Я меньше всего знаю, что я когда-нибудь куплю программу. То есть, ну, типа... Значит, ты не заботишься о безопасности. Ну вот. И мне хочется понять, а что для этого делать? То есть, хорошо, ты покупаешь программы, а что если ты из торрента решил скачать какую-то там программку? Что, не продается? Что? Не продается эта программа, она только в торрентах. Ну, она продается. Ты, наверное, за скорость беспокоишься, потому что там уже много седов, перов. Так-то деньги есть, просто время жалко. Ну, не знаю. Но опять же, это довольно... Вот Рамзан довольно важный вопрос затронул. Касательно именно того, что в Ингушетии вообще в принципе не беспокоятся об информационной безопасности. Там, Рамзан, скажи, пожалуйста, и какие у тебя мысли касательно именно этого вопроса? Что ты думаешь по этому поводу, так как ты больше нас знаешь в ИБ? Смотрите, по поводу веб-камеры, да, я помню этот пост, даже очень долго смеялся и даже на работе его показывал. На самом деле, долго-долго смеялись над этим. На самом деле... Видишь, Хамаш, ты знаменитость, получается. В интернете среди 14 людей. Ну, допустим, так сказать, любая вредоносная активность в сторону твоего машины, ну, допустим, как все должно быть, по сути, устроено. Любая входящая информация, да, трафик, да, называем, она должна фильтроваться. И, допустим, госучреждение, да, это лично мое мнение, и я знаю, что многие места именно так и устроены. Должен быть фаервол общий, да? Что такое фаервол? Сначала объясни мне, пожалуйста. Фаервол – это, по сути, некий фильтр, да, плохих пакетов и хороших пакетов, да, что такое пакет? Пакет – это входящий, допустим, мы кликнули по ссылке, обратный ответ, который будет приходить, и фаервол у нас будет проверять, является эта ссылка безопасной или не является эта ссылка безопасной. Если она безопасная, по правилам он разрешает, то мы получаем. И не нужно бояться, если у тебя стоит фаервол, да, на сеть, ты уже не должен бояться, будет у тебя камера открыта, есть у тебя доступ на звук или еще что-то такое, и ты уже некий защищен. А то, что касается ссылок, это некий фишинг, да? И тут уже нужно понимать, что такое фишинг. Фишинг – это подделка. Фишинги бывают разные, общими простыми словами. Фишинг у нас получается, что идет, по сути, подделка с адреса, да? Вот просто до сути, сайт может быть отрисован, допустим, там в копию, но имя домена, допустим, ссылка, да, различается. И когда мы кликаем, приходит обратный ответ, то уже фаервол проверяет, является этот сайт доверенным. Да? Если он не доверен, то он его заблокирует. Смотри, такой вопрос. Вот эта вот штука firewall, то есть ее обычные люди могут этой штукой пользоваться? Обычные люди могут, конечно. То есть я могу, например, скачать firewall и... Ты должен его скачать, ты его должен купить, сперва оплатить, потом... Купить! На этом можем завершить разговор. Нет, тут сейчас речь идет... В Windows и так вшит фаервол из этой системы. Чем пользователь. Это как ворота ингушские. А у пользователя у пользователя должно быть некая компьютерная грамотность, да, допустим, мне пришла какая-то ссылка, не кликать прямо с мессенджера или там с почты его, а выдели его, скопируй, ставь, если ты хочешь реально посмотреть, что там вообще происходит. И потом тебе твой антивирус или сайт скажет, что это подозрительная ссылка, и по ней нельзя работать. Смотри, Рамзан, легче взломать человека, чем систему, верно ж?
То есть, ну, например, Ну, если это, брать кстати, условно очень хороший Инстаграм, вопрос. Очень хороший вопрос. ВКонтакте, они же уже, ну, у них есть уже 1000 закрытых багов, столько их уже находили, и, ну, сейчас, на данный момент, когда они практически все закрыли, легче взломать именно самого человека, там, написать какой-то А приведи пример, текст, как. там, ну, например, я же имею опыт работы в антифишинге, и я Мгм. видел там 1000 различных шаблонов, как там круто они все сделаны, Ну, ну, давай типа, покажи, их расскажи. Мне вот интересно реально узнать вот примеры, какие случаи бывают, вот раз вы в этом шарите. Вот какие случаи такие смешные или какие-нибудь такие прям серьезные, которые вы встречались, с которыми вы встречались, и вот которые действительно могут быть примером для нас. Вот касательно антифишинга, приведи пример. И мне интересно Рамзан, например, тоже. Рамзан, а ты, кстати, слышал про антифишинг? Не, слышь, Систему? ты имеешь в виду, что такое вообще антифишинг или Не-не-не, про систему антифишинг. Компания, да. Да, слышал, но у меня с ними опыта мало, так скажем. Они на самом деле работают в основном как бы с фишингом, да, вот всякие там есть фишинг, там вредоносное ПО, там, ну, куча всякого. Вот реальный пример фишинга, ну, это, ну, допустим, реальный пример фишинга, да, тебе приходит ссылка на почту, говорит, о, там, говоришь, ты выиграл мега крутой бонус, переходи по ссылке и забирай. Да-да, и тут, кстати, стоит отметить, что вот эти атаки, они делятся по векторам. То есть вектор жадность, любопытность и так далее, типа, но есть разные вектора, и вот, например, то, что ты говоришь, Хаваш выиграл, это относится к вектору жадность и любопытство. Типа их Ну, можно еще и комбинировать, чтобы различать, что это за атака. и самое интересное, ссылка, знаешь, ну, допустим, тот же, грубо говоря, пример как бы Сбербанка, да, приходит письмо, говорит, вот, уважаемый Гаваш, тебя одобрили там чего-то, переходи, ты получишь в виде бонуса еще там пару 10 тысяч денег, да, и внизу там ссылка, там, и ты реально, ты шаренным пользователь, ты кликаешь, смотришь, да, там, скопировал ссылку, там, реально написано Сбербанк, точка там, ну, точка, что-то там, Мгм. допустим, да, о, там Сбербанк написано, наверное, это реально как бы сбербанковский сайт. Я кликнул, и все, у тебя все, ты попал. Такой вопрос, вот, такой вопрос. Смотри, ты, ну, нереально, насколько я знаю, сделать так, чтобы человек, кликнув на эту кнопку, перешел на домен sberbank.ru, и при этом ему отобразился бы фейковый сайт. В браузере, ну, нереально такое сделать, учитывая то, что я знаю. Но есть ли какие-то варианты максимально? То есть бывают ли такие случаи, как вот когда максимально можно сделать правдоподобно, вот, чтобы человек убедился в том, что да, этот фейк — это реальный сайт, хотя это он не знает, что это фейк. Не, на самом деле, да. Почему нет? А приведи Ну, пример, вот мне интересно, как вот, например, я вот таких случаев, ну, не видел в интернете. Обычно например, там Смотри, просто фейковые ссылки. человек реально убедился, что, что ты можешь просто сравнить два сайта, взять, допустим, тоже, грубо говоря, да, там, сбербанковский сайт зеленого тона, там какие-то там некий шрифт реально можно скопировать. Там. Да, это да. А с доменом что делать? Вот с доменом, вот человек, который не шарен, он посмотрит, слово Сбербанк содержит этот домен. Он подсознание понимает, да, там, ну ладно, наверное, Сбербанк, и кликнул. И когда он же кликает, бывает случай, вот антифишинга, что этот момент, когда он кликает именно с почтой на эту ссылочку, есть такая файлик hosts. Да, все мы знаем, что такое hosts. Что такое пост? Это некий файл системный, Мгм. в котором у нас уже Hosts. Ага, да. Понял. Ага. адреса, и он как бы делает определение, да, ну, как бы хоста. Там бывают Ну, клики, это хост заменяется. да, Понимаете? смотри, опять же, смотри, этот хост можно заменить, я согласен, и тогда я понимаю, к чему ты ведешь, можно сделать так, чтобы домен и IP, который будет на твой фейковый сайт вести, на этом компьютере, когда ведет он там, например, сайт.ру, будет у него открываться там левый сайт. Ну, для этого же нужно иметь доступ к этому компьютеру, верно? Он доступ, вот я к чему веду, допустим,
есть такая ссылка, что, ну, там процесс немножко сложнее, который я сейчас не буду этот процесс описывать, да. То есть даже элементарно, если человек кликнул, идет подмена куки, он забрал твои куки. Мгм. С помощью отбора замен этих куки он уже может доступ получить. Ну, не совсем попросту, да, но... А смотрите, можно я еще добавлю? Ну-ка. Я когда только устроился в антифишинг, там мне вот этот технический директор Артемий Богданов, он мне показывал, ну, он нам, нескольким людям показывал мастер-классы, как подменять ссылки. Вот я сейчас могу скинуть, например, у нас чат, как, например, можно в хрефе указать одну ссылку, а когда ты на нее кликаешь, ты попадаешь вообще на другую. Вот давайте я вот здесь кликну. Ну, это эксклюзив, пацаны. В этом чатике в Ютубе я скинул. Вот так примерно можно подменить ссылку. И он там показывал различные варианты. Там очень много их было, когда типа ты вообще даже не представляешь, что, куда эта ссылка может привести. Видите в чатике? Так, все здесь? Да-да-да, я просто почему-то микрофон отключил. Я говорю, не видно YouTube чатики, ссылки. Всё. YouTube. По-моему, YouTube там не обрезает. ссылка, там код. Я, по-моему... А давай ты попробуешь ставить. Давай я тут в чате скинул. Ты вот это вот скинул. Видимо, и ты YouTube... поставь со своего админского канала. Погоди, то есть мне, получается, нужно сейчас что сделать? Взять вот этот вот код. Что с ним делать? И ставить его. У тебя же админский канал, поэтому просто ставить чат. У тебя он ссылку не заблокирует. Давай попробуем. Что это сделает? Это мой компьютер взломает? Ничего, просто как пример. Не, это как пример, я говорю. Например, если ты наведешь на эту ссылку, то у тебя браузер высветит, что это ссылка victim.com. Но когда ты на нее нажмешь, это ты попадешь на сайт attacker.com. Понимаешь, то есть ты вот так пишешь. Да, то есть если там, допустим, ты по сути должен попасть на victim.com, но по сути ты попадешь на attacker.com. Ага. А если это идентичный сайт victim.com, ты вообще не заметишь, потому что ты навел, ты посмотрел, куда эта ссылка ведет, вроде написано victim.com. Ты нажал на эту ссылку, у тебя JavaScript перехватил код и переслал тебя вообще на другой сайт. Как если определить? этот сайт идентичен, то ты не за... Но ты должен быть, не знаю, внимательным, получается, очень недоверчивым человеком, чтобы... То есть, получается, нужно быть очень внимательным, чтобы вот перед тем, как перейти по ссылке, проверить, куда ты переходишь. Да. Но если это что-то сомнительное. Ну, например, если это сомнительное что-то, то да. Понял. Ну, давайте тогда пойдем дальше. Мне вот интересно понять следующие вещи. Окей, с этой частью понятно, что вот фишинги, вот это вот все есть. Тогда вот давайте пойдем в следующем направлении. Что делать людям? Вот представим ситуацию. У нас, я уверен, что есть разработчики сайтов, не сайтов и так далее. Какие есть варианты и какие есть там примеры того, как именно мой сайт можно взломать? То есть я создаю сайт, что я в первую очередь должен сделать, чтобы обезопасить его? Ты, скорее всего, вопрос уже неправильно изначально поставил. Ты когда сайт, допустим, давайте сайт называть приложение, да, веб-приложение, прежде чем разрабатывать, ты уже должен понимать некоторые нюансы безопасного кода. Ну, например, есть форма. Да? Любая форма в себе содержит некие атрибуты. Да? Это secure, например, и autocomplete. А ты форма имеешь в виду, которая есть на сайтах? Да, форма на сайте. Ну, типа допустим, там обратная связь или добавить комментарий. Ну, я просто беру элементарный пример, чтобы было понятно. Я тоже, чтобы, да. Понял, дальше. Там есть некие атрибуты безопасности. Эти атрибуты безопасности должен их применять. То есть не было... CCRF? Да. CCRF, там... Что такое CCRF? Звучит странно, как минимум. Это токен безопасности,
CSRF, это получается, мой сайт должен его генерировать. Да. Тебе его генерирует, ну, например, фреймворк и подставляет его. Но если ты работал с Laravel, то ты видел, например, там мета он подставляется. Пока я слышу очень страшные слова вроде фреймворк, Laravel, мне хотелось бы попроще. Это межсайтовая подделка запроса, скажем так. То есть, вот, например, JavaScript, допустим, тоже alert, да, там, не alert возьмем, а, допустим, некий input, да? Ага. Input ты имеешь в виду текстовое поле какое-то, которое есть на сайте. И куда ты типа вставляешь какие-то данные, там неважно, пусть это будет имя или почта, там, что-то еще. Но хотелось бы понять... Микрофон выключил, да, Типа, что с этим будет, если я туда вот... Есть input, да? Да. Это как бы строка ввода. Бывает слово XSS, да, межсайте как бы... Ну, то есть инъекция кода, которого ты не хотел как разработчик видеть на своем сайте. То есть можешь писать в этом инпуте некий JavaScript код, писать, да? И получить доступ там, к чему-то или как-то получить. Ну, сейчас примеры приводить достаточно сложно. То есть ты можешь в этом же инпуте написать некий JavaScript код и даже получить некий куки. А я могу даже привести пример. Знаете, какой интересный? Извини, Рамзан, что я тебя перебиваю. Просто быстро приведу пример. У нас есть сайт, который называется yardunet.com. И на этом сайте можно публиковать статьи. И Ибрагим Аушев, крутой бэкэнд-разработчик, также, который работал в антифишинге, решил как бы поиздеваться над нашим Ярдуне, как он обычно любит это делать. Но на самом деле ему огромное спасибо. Я в любом случае хочу сказать, потому что благодаря тому, что он нашел этот баг, теперь уже становится понятным, как в дальнейшем исправлять вот такие вот моменты, связанные с безопасностью. И если вы зайдете на сайт yardunet.com, то там есть отдельная запись, которую я не удалял и решил оставить, просто чтобы показать людям, что вот можно такое тоже делать, и пусть это будет мне напоминанием. Если зайти на эту запись, то суть в чем? Ибрагим сделал следующее. Он опубликовал запись. В записи он сделал так, чтобы можно было внедрить тот код, который написал он. Не тот код, который я позволил написать Ибрагиму, я ему никакой код не позволял писать, а он просто внедрил туда код. Конечно же, я узнал, как это он сделал, и что, каким образом это он делал, но суть в том, что для этого, во первых очередь, надо додуматься. Во-вторых, я, как человек, и еще с нами работали программисты, мы вообще не думали о том, что кто-то просто может взять и такое попробовать сделать. Но Ибрагим показал, что такое в принципе возможно сделать. И, соответственно, когда вы заходите на эту запись, автоматически с вашего аккаунта будет создаваться новый комментарий. Ну, соответственно, с тем счетом, который есть количество всех комментариев. И тем самым можно продемонстрировать то, что если же вы относитесь несерьезно к своей безопасности, к своего сайта, именно к тому, чтобы предотвращать вот такие вот, скажем так, условно, атаки, то человек, неважно, Ибрагим или кто бы это ни был, может воспользоваться тем, что внедрит ваш сайт определенный код, неважно какой, и может сделать что-то, что будет не очень хорошо. Так что вот такой пример есть, и причем живой. Вы можете сами его посмотреть, просто зайдя на yardunet.com. Вот так вот. Все, я хотел бы, чтобы ты продолжил, Рамзан, касательно своего ответа. Вот, так, в чем мы там, да, вот как бы... Да, это самая элементарная как бы брешь, да, в котором ты должен понимать, чтобы вот именно вот у тебя не должно выполняться вот именно этот скриптинг, да, вот этот как бы поле ввода у тебя не должен выполняться такой JavaScript код. А вот что делать? Вот объясните мне, вы же программисты, бэкэндеры, я фронтендер. Что я должен сделать, чтобы вот не допустить такого момента? Ну, скоро должна появиться новая система, которая учит программистов, как это делать. Это во-первых. А во-вторых, ну, примерно нужно предугадывать, где могут быть бреши. Ну, например, вот если брать тот же Yardunet, я же, ну,
по сути, программист, и я примерно предполагал, где там могут быть какие-то бреши, ну, типа, что там может пойти не так. Я просто, ну, типа, накидывал код, если он отрабатывал, ну, я его сообщал либо в посте, либо там кому-то в личке писал, а если нет, то просто забивал. Поэтому нужно, во-первых, проверять данные, что там вообще происходит. Который ты сохраняешь И, на ну, своем вот сайте, да? новички, да-да-да. И вот, например, новички, которые, ну, только начинают свое программирование, все дела. Помнишь, мы еще смотрели сайт какой-то дубайский, который там кейки, что-то там заказывал. Да-да-да. Короче, в чем основная проблема новичков? В том, что они не проверяют, например, элементарные действия. Например, у них есть экшен, который редактирует запись. Они в этом экшене не проверяют, а действительно ли вот эта запись, которую он редактирует, принадлежит ли этому пользователю. Типа вот такие проверки тоже должны быть. Но это уже бреши в системе, но ими тоже пользуются вот эти пентестеры, там, хакеры. Они-то не пользуются этой системой, как ты в нее задумал. Они что-то свое придумывают и проверяют. Типа, Ну, вот так то это есть, работает. наверное, это больше лень, не скажем так, у разработчика, или, наверное, от незнания. Но опять же, ты сказал начинающие незнания, программисты. от незнания. Ты сказал как начинающий программисту, но я человек, у которого опыт работы больше 4 лет, допустил, вот, можно сказать, такую вот Ну, штуку. ты же фронтендер, по сути. И Это звучало так грубо. Ну да, я Не-не-не, я фронтендер. говорю в том плане, что ты же, ну, много не писал на бэкэнде, Ну, я прям, да, чтобы понимаю, да, о чем заморачиваться. ты говоришь на самом деле. Мне кажется, Да. больше, наверное, стоит беспокоиться о бэкэнде, нежели как о фронтенде. Хотя, опять же, нет, хотя бы сказал, да, так и есть. То есть, если ты на фронтенде даже попытаешься внедрить какой-то код, то чтобы его увидели все остальные, его же должен сохранить сервер, то есть бэкэнд. Да. И да, тут на самом деле больше Вот если вот, ответственности на нем. например, вот даже вот если брать ту штуку, про которую рассказывал Хава, что там каждый комментарий публикуется от имени, ну, на фронтенде все ок. Фронтенд мне вообще не позволял отправлять вот этот код, который я туда отправил. Но есть же обходные пути, типа, если это фронтенд какой-то независимый, как у вас там, то можно же просто через API отправить все, что ты хочешь. И тут уже бэкэнд не справился. Фронтенд свое дело сделал, а бэкэнд не справился, короче. Мгм. Поэтому систему тоже, типа, нужно писать правильно, чтобы предугадывать такие вещи. Ну да, на самом деле Ну, так и есть. Да, вот XSS уязвимость, да, это как бы одна из распространенных. Но на самом деле защита есть очень разная, там много практики на эту тему. Я там в чат кинул, например, одна из фильтраций, да, данных, фильтрации строк. Вот. Вторая, самая такая, как бы, занимает, это SQL-инъекция, в котором тоже достаточно Ну, обширно. SQL-инъекции сейчас поменьше, потому что, по сути, сейчас мы все пишем на фреймворках, и там уже есть огромная защита от этих SQL-инъекций. Ну, а если те, кто уже пишет, там, решили написать, есть такие бэкэндчики, которые прям пишут без фреймворка, которые вообще ненавидят фреймворки. Вот это, Ну, я думаю, они-то уже и заботятся еще Вот. даже больше, чем фреймворки. О безопасном разработке. Да? Как на самом деле, чтобы было все это безопасно, нужно как бы понимать, как бэкэндчик, да, как на стороне бэкэнда, как правильно написать код правильно. Ну, то есть бэкэндер должен обладать знаниями не только разработки бэкэндовского кода, Минимальное но... знание безопасности он должен, в принципе, обладать. Мгм. Допустим, серверная часть, да, там веб-сервер. Нужно тоже правильная настройка того же веб-сервера, да, чтобы не было. Ну, смотри, тогда мы, наверное, плавно переходим к следующему вопросу. То есть, Да. если бэкэнд-разработчик должен обладать знаниями информационной безопасности, то тут возникает вопрос, а как стать человеком, который обладает подобными знаниями? Или как вообще стать человеком, который работает в информационной безопасности? То есть, куда, вот, например, возьмем условно меня. Например, я там, не знаю, студент, школьник, неважно. Я хочу двигаться вот в этом направлении. Что и каким образом мне нужно изучать, и что нужно сделать, чтобы стать ИБшником? На самом деле, ИБшники разделяются на несколько видов. Да? Просто есть ИБшник,
допустим, который делает аудит и консалтинг, есть ИБшник, который пентестит, да, есть ИБшник, который проводит целый ряд работ по обнаружению, есть там ИБшник, который Которая делает все, что возможно, что есть на Да-да. сайте. Да, то есть ИБшник должен, в принципе, и уметь защитить. Ну, смотри, тогда, наверное, задам вопрос больше к Ибрагиму. Тоже у меня есть один вопрос. Объясни мне, Ибрагим, что тебя подтолкнуло к тому, чтобы ты начал увлекаться вот этим вот пентестингом, вот этим вот ИБ и вот этим прочим? Что тебя мотивировало? Ну, по сути, мой путь с программированием начался с того, что мне было интересно взламывать. Ага, классика. И это всегда оставалось со мной. И, например, когда я уже сам пишу сайты, когда я захожу на сайты, я примерно предполагаю, где там может быть какая-то брешь. Ну, чтобы, даже не воспользоваться ею, а чтобы хотя бы просто посмотреть, получится ли у меня типа взломать. Мгм. Больше интерес, короче. Вот да, когда я захожу на наши сайты, которые, они не написаны четко по какой-то бизнес-логике, по какой-то ТЗ, там, если ты что-то сделал, оно не протестировано, по сути, вот такие сайты бывает интересно взламывать. Даже не взламывать, а просто проверить Мгм. свои теории. Мгм. Вот как. Поэтому, когда я зашел на Ютуне, я примерно предполагал, типа, как ты его Ну, сделал. у тебя уже был и опыт, исходя от значит, этого ранее, отталкивался. да? То есть у тебя был уже ранний опыт, и ты решил воспользоваться знаниями уже довольно-таки на Не-не, рабочем кстати, сайте. это был первый опыт. Ничего Это был себе. первый опыт. Интересно, Ярдуне кстати. это То был есть, первый можно опыт. сказать, Ярдуне был мотиватором того, чтобы ты стал двигаться в направлении информационной безопасности. Не, я же не двигался по информационной Ну как, безопасности. Я чисто просто, так, хобби. я просто развлекался, можно Ага. сказать, типа, да. А вот, Получится, нет, вот так. Рамзан, то есть ты говоришь, у тебя сколько там, 10 или больше, что вроде сказал, или 10? То есть ты как вообще... Смотри, в Ингушетии у нас до сих пор является стереотипом, что программист — это чувак, который просто тыкает по клавиатуре, там иногда руками, ногами, и смотрит просто в экран. Там зеленый, иногда фиолетовый, иногда в черный. Соответственно, если сейчас уже такой стереотип есть, и многие, как бы, скажем так, родители не отправляют своих детей на программирование, как ты смог вообще еще ранее, когда вообще IT развито особо не было, пойти в этом направлении? То есть тебя кто-то там мотивировал, или же ты с кого-то пример брал, или там кто-то тебе подсказал, что давай иди в это направление и изучай это? Это вначале немножко спросил про Митника. Все смотрели фильм? Митник — это кто Ну, такой был? Не, я читал. Да. Это самый Давайте известный я хакер, тоже который там загуглю много заодно. сидел. И когда Кевин Митник. фильм, это фильм вообще, по-моему, 90 какого-то года фильм. Когда я посмотрел этот фильм, я решил, что надо в этом направлении что-то делать. Мгм. То есть, получается, это для тебя был, как бы, скажем, таким довольно интересным примером. И ты такой, типа, блин, вот... Там на самом деле много таких, как сказать, А вот, кстати, я вот читал книжку, и мне по большей части было скучно. Там не описывалось какие-то вот эти сложные операции. Я, конечно, ее не дочитал, но из этой книжки, типа, я усек, что, не всегда нужно следовать, как заложена система. Например, там в этой книжке описывалось, как Митник доставал себе бесплатные билеты, и он ничего не взламывал, он просто следил, насколько я помню, он просто следил за водителем, тот водитель просто выбрасывал, оставшиеся билеты за день. Он их просто брал и ими тут ездил. уже социальная на инженерия следующий день получается, да? Да, вот. Типа, ты должен мыслить, там, я не знаю, шире, чем как тебе позволяет система. Вот, например, тот же Ярдуне. Я отправляю, типа, например, пост создания записи. Мгм. Я открываю консольку и посмотрю, что я вообще отправляю и что я могу еще отправить. Типа так это работает. А тогда объясните, что такое вообще в принципе социальная инженерия? Пример. прежде чем сейчас Вот тут уже Рамзан. на самом деле, вот это достаточно тема такая, вначале о нем рассказывал, просто хотел, пока забыл о своей мысли, Давай. про правильное
правильное написание кода, да, правильно, первое правило вообще программиста – это правильно писать как безопасный код, да, что бэкэнд, что фронтенд, что там сисадмин, там еще что-то, вот. И, допустим, у нас очень многие любят платформу, это WordPress, да, то есть начинающие, допустим, веб-разработчики, там, бывает, там, прислушиваются, там, начинают на нем что-то пилить. И прежде чем написать сайт, ну, у тебя есть некий уровень, да, разработки, там, некий уровень разработки, некий уровень, там, имеешь понятие, как это все работает, там, алгоритм, самопрограммирование. Есть такой очень популярный ресурс, по которым почти каждый день я захожу, это OWASP или CVE. И там описаны Как все еще раз? OWASP. А можешь в чате написать, чтобы другие тоже Но смогли? тут в чатике уже упоминали о вас, насколько я понял, там размещаются какие-то актуальные уязвимости. Там не то, что актуальные уязвимости, ну, на самом деле там очень много уязвимостей, по которым можно как бы отслеживать. Также есть еще один сайт, сейчас я кину его в чат. Так, чат, какой чат кину? Давайте в это. В YouTube. Да, YouTube. Вот, как бы, вот здесь тоже описываются самые такие, как бы, это ресурс, по сути, который показывает все уязвимости, которые существуют, по сути. И по ним можно, как бы, их искать, смотреть, изучать. Вот Можно я еще дополню? На блог антифишинге каждый четверг уходит дайджест каких-то новых атак, которые проходили типа в течение той недели. То есть с четверга до четверга. Они собирают атаки и делают по ним дайджест. Я, кстати, на них подписан. Тоже интересно. Да, вот, например, любой, допустим, кину вот, например, CVE 661. То есть они как бы именуются, да, там, определенными именами, и как бы по ним, исходя из языка, какая брешь там была найдена, и по ним уже как бы и дополняются некие эти фичи. Ну, допустим, PHP 5.4. Ну, я сейчас не помню, какие там были там всякие бреши, да, но после того, как начали обновления выходить, уже начинается вот эти CVE-шки публиковаться на этом сайте, и ты уже понимаешь, в каком уровне, как ты должен писать этот код, и как ты должен веб-сервер настроить, какие у тебя запросы должны пойти, какие запросы должны тебе прийти, что оно должно содержать. Ну, как бы ты уже визуально должен понимать, использовать CVE-шек. CVE-шка это что такое? Это номенклатура вот этих уязвимостей. Вот, я добавил, я скинул там ссылку в чат. Кстати, мы ссылку не видим. Сделай, знаешь, как, Рамзан? HTTPS, напиши без HTTPS и домен там поставь 2 точки или там слэш. Нет, я на YouTube кинул. Да, я вот в YouTube смотрю, нету. YouTube обрезает. Я когда трансляция делаю, и мои подписчики скидывают ссылки, YouTube их обрезает. Так что он тут тоже это будет делать. Так что нужно как-то ее HTML special чартить. Вот так, да. Появилось? Да, вот сейчас вот 2 появились. Все. Вот. Ну, вот это как бы ссылка, которой видны все как бы уязвимости. И уязвимости, они формируются по CVE, ну, номенклатура. И то, что я сейчас скинул, это как бы одна из CVE-шек, которые описывают уязвимость в PHP. Ну, тут можно почитать об этом, в принципе. А тут, смотрите... Я, кстати, не вижу его ссылку. Ссылку Рамзана я не вижу. Я вижу. Но только она такая ну, типа CVE mitre.org, data definitions, там что-то написано. Все, нашел. И тут вопрос есть. Давайте мы сейчас перейдем на вопросы чата. Адам Балкоев, валикум ассалам, Адам, задает такой вопрос касательно темы анонимности в интернете с точки зрения информационной безопасности. Типа как сделать анонимность в браузерах, там веб-камера, микрофон. Что-нибудь об этом можете сказать? И был ли у вас опыт, связанный с вот таким вот вопросом? У меня не было, кстати. То есть ты вообще Тором не пользовался, VPN-ами не пользовался? Но когда ты живешь, когда я жил в Крыму, ими только приходилось пользоваться, потому что все под санкциями. Это были простые VPN-ки, которые можно скачать и бесплатно запустить, так сказать. Я
не совсем понял вопрос. Анонимность, ты имеешь в виду скрыть как бы свой IP-адрес, откуда ты залезаешь, или что? Условно. То есть, как сделать... Давай задам вопрос намного проще. Как сделать так, чтобы когда ты зайдешь на сайт А, никто не смог узнать, что на сайт А зашел Вася Пупкин? Ну, на самом деле, эта тема такая обширная. Мгм. И Ну, вкратце, там можно самые простые такие примеры. те же VPN, те Мгм. же аномайзы, те же прокси, те же трассировка. Тут как бы очень много инструментов для этого. То есть подделка этих же своего IP-адреса, подделка там хостнеймов. Ну, там очень много таких, как сказать, факторов анонимности, да. Я, кстати, знаешь, что слышал? Есть очень много ПОшек, те же, которые разрабатывает компания ИБ, которые скрывают реально. Но они, ихние- опять же, платные, наверное. Они платные, Да, потому ну что это да, это очевидно. эти ПОшки не в целях продажи, а внутри самой компании используют. То есть те же пентестеры. Мгм. Ну, типа для коммерции, то есть, ну, чтобы Вот, там какие-то такие вопросы решить. Ну, я Да. понял, но они, соответственно, и по качеству будут лучше. Нет, это уже готовый продукт, который реально некое сообщество, некое, так скажем, сообщество применяет. Ну, и чтобы их применить, то у тебя должен быть некий там профиль компании. Тут смотри, перед тем, как сейчас задать вопрос, он, кстати, идет к тебе, Рамзан, я сейчас коротко отвечу на ответ Адама, чем смогу я. И по моему мнению, наверное, вопрос анонимности решить, ну, хоть убей, никак нельзя. Это, я думаю, это просто... Опять же, сейчас философские мысли пойдут, но это иллюзия. И не более чем самообман. И если же, как бы ты каким бы образом ни пытался быть анонимным в сети, есть, наверное, очень огромное количество способов, неважно от кого, каких и где, узнать, что ты Адам Балкоев. Так что IP менять, не менять там. Насколько я знаю, это не помогает. Тут еще Хонг задает вопрос. Да, как Какие Рамзан. зарплаты в этой сфере? И каковы они в сравнении с зарплатами разработчиков? Если они на самом деле зависит от самой как бы компании, в какой компании ты, в принципе, работаешь. Но забрав зарплату ИБ, по сути, сам ИБ, именно это профиль, достаточно хороший, высокий, допустим, хороший ИБшник 150. А джуниор? Вот, например, я хочу устроиться, я джуниор. 75 или 120. Это уже у меня идет минимум 75? Да. То Это есть... у тебя должны быть же на руках некие сертификаты безопасности. Ага. Если у тебя есть... Вот как. Начнем с этого. А пентестеры очень хорошо зарабатывают. А смотри, вот эти сертификаты, их вообще откуда получать? Сертификаты ты проходишь в неких учебных центрах, всяких различных учебных центрах, и там получается... Ну, смотри, безопасник, что вообще безопасники, их же достаточно разные. Есть менеджеры, есть программисты, есть пентестеры, там, и все они должны иметь некую сертификацию по безопасности. То есть я не могу прийти и сказать, я вот программист, прийти в там, пусть ИБ-компанию, сказать, я вот программист, и мне скажут, вот, например, у тебя вот такая CVшка, как ты с помощью, допустим, как ты правильно пишешь код. Я и реально эта уязвимость выпадет, меня взломает, в течение, допустим, 2-3 секунд и скажет, твой код не прошел, как бы, собеседование, так что давай гулять, да? То есть недостаточно быть программистом, нужно еще, чтобы у тебя сертификаты были какие-то. Как мы изначально говорили, безопасный код, да? Я написал безопасный код. И это нужно тоже понимать. Получаешь разные компании, учишься. Рамзан, такой вопрос. Пользовался ли ты своими знаниями? Не в благих целях. Взломал? Сейчас, знаешь, такой звук выхода из Google Meet, и написано, Рамзан вышел из чата. Не-не, я на белой стороне. Не, ну хотя бы ради интереса взламывал. Нет. А свои приложения взламывал?
Ну скажи, что взламывал. Я Скажи, что вирус. ты делал вот эти вирусы, которые можно кидать на телефонный, и ты все видишь. Не-не-не, не делал. Кстати, я вспомнил, мы когда жили в общаге, тогда ВКонтакте еще не был HTTPS, и кто-то вообще сидел с HTTP. Ну, я и некоторые люди, которые были прошарены, просто подключали вот этот wireless, как эта программа называется, которая анализирует трафик по Wi-Fi. Wireshark. Да-да, вот, Wireshark, еще что-то нужно было включить. И ты тупо видишь, запросы, и в них находятся кукисы. И ты из этих кукисов доставал кое-что и подставлял свои кукисы. И ты оказывался на его странице. Каюсь, такое было. Ну, блин, это брешь ВКонтакте, пацаны. Всякие фоне-боты, там, их же достаточно много. В смысле, подожди. Это как? То есть, получается, ты со своего компьютера мог по локальной сети из чужого компьютера получить куки? Да. Нет, смотри, ты подключился к Wi-Fi, у вас общий Wi-Fi, но просто у нас в общаге был общий Wi-Fi. Там было 3 Wi-Fi, left, ни center, хрена right. себе. Да, и, блин, у меня просто был огромный документ разных кукисов. Я просто подставлял и... То есть, охренеть, то есть, смотри, то есть, получается, по сути, чтобы люди тоже понимали, здесь тут есть такие, как я, колхозники, то есть, Ибрагим говорит про следующее. Множество людей, там, условно, 10 человек подключались к одному интернету, к одной сети. И... Больше 10 в общаге. Ну, это пипец тогда. И получается, тогда, по сути, это такая жесть. Получается, по сути... Все устройства, которые были подключены к этой сети, они, когда запрашивают, условно, там, не знаю, там, сообщения, там, группы или отправляют там сообщение, неважно, свою информацию о профиле, с устройства отправляет на vk.com запрос, ну, типа, вот, дай мне что-то. Когда он отправляет, он говорит, смотри, сервер, когда ты мне дашь что-то, знай, что я там Вася Пупкин или там Руслан какой-нибудь Альбергиев, неважно. И, соответственно, получается, для того, чтобы сервер это понял, я для этого отправляю определенный код, точнее его отправляет браузер. И он отправляет этот код, и потом сервер такой, окей, ты там Руслан Альбергиев. Говорит, типа, отлично, вот твои данные. Не какого-то там Васи Пупкина. А Ибрагим смог через эту программу, которая в принципе говорит, что я по сути, она говорит, я вижу твои запросы, но на самом деле она видит запросы все, которые есть по этой сети. И просто Ибрагим брал коды этих людей, которые в принципе можно с этой программы взять, да, Ибрагим? И типа просто подставлял их вместо своих. И просто заходил на чужие аккаунты. Да. Это жестко. Это жестко. На самом деле, если вы сейчас можете получить любой кукис, то вы то же самое можете сделать, по сути. Ага. Но сейчас просто ты не перехватишь куки. А так, если ты его подставишь, то в любом случае ты авторизуешься. Наверное. Хотя, давайте, пускай будет, наверное. Да, пускай на будет. На уровне, наверное. Потому что я не знаю, куда они ушли дальше. Такой вопрос, Рамзан. Вот, наверное, я надеюсь, что нас будут смотреть люди, которые хотят в благих целях изучать информационную безопасность. И если потенциально такие люди окажутся, студенты, там, школьники, что ты можешь посоветовать, чтобы они в этом направлении смогли обучаться и куда им двигаться, в какие университеты поступать, там, какие курсы проходить? Рамзан? Рамзан покинул, как ты и сказал. Короче, еще одна штука, но она уже не связана с безопасностью. Ну, например, когда мы сидели на парах, там все дела, там же бывают вот эти штуки, как они там называются, проекторы. И можно типа тупо скачивать какую-то программу, если у тебя есть Икпорт, которая, ну, от этой фирмы, так сказать, на Play Market этих программ дофига, и ты можешь выключать, включать проектор, так мы прикалывались. Ну да, это такая школьная. Я такого не делал. Это, по-моему, Google Play можно скачать, да, типа пульт для того, чтобы там Samsung управлять, типа того. А преподы же этого не знают, они такие, поломалось что-то. Нужно запрашивать много денег. Ну, я тебе могу, я не знаю, Рамзан пока тут или нет, если тут отзовись, если не тут, я могу привести такой пример. Но это больше не идет к информационной безопасности, но все равно.
Суть в чем? Была одна игра, которая называлась «Супергонки». И, по-моему, так она называлась. Это браузерная игра, Да. где... Одноклассники. Да. Тогда это просто, наверное, 3A плюс игрой была для всех ингушей. И суть в чем? Как сейчас PUBG. Да. И суть в чем, типа, супергонки лозя, все говорили, и причем мерились картинками. То есть, чтобы вы понимали, что значит картинками, в браузере отображалась картинка машинки. И на них можно было вешать там граффити, там какие-нибудь рисунки, и они доказывали, насколько они круты именно таким образом. И прикол какой был. Сейчас я объясню очень интересную вещь. Чувак, то есть я разбираюсь в компьютерах, и я немножко шарю там, больше в программировании. В ВБ я не очень шарю, можно сказать, практически не шарю. И суть в чем? В этой игре ингуш, который не разбирается вообще в программировании, который не разбирается вообще в информационной безопасности, смог найти баг. Суть бага заключалась в чем? В этой игре, когда ты нажимаешь кнопку там начать играть, там гонку, ты можешь соревноваться там с другими людьми. Просто нажимаешь начать, и чисто рандомом сайт выбирает, кто победил. Там вообще нету никакого там геймплея. И для того, чтобы уже в дальнейшем играть еще гонки, когда у тебя закончится лимит 10 гонок, ты должен купить такую штуку под названием как баксы. И для того, чтобы купить эти баксы, тебе нужно заплатить реальные рубли. Но так как мы ингуши, а мы не любим платить за то, что, в принципе, можно приобрести доступным образом, чувак подумал, что это такое реферальная ссылка? Прочитав эту информацию, он понял, что по реферальной ссылке можно получить 1 бакс. Или, по-моему, 2 бакса, я точно не помню. И чувак отправлял ссылку своим друзьям, реферальную, говорил, зарегистрируйся на меня. Его все друзья зарегистрировали, все отлично, он получал баксы, все прекрасно, все супер. Но потом чувак подумал, отмечаю, он не шарит в программировании, он не шарил, он не знал вообще ИБ программирования. Чувак подумал, смотри, как думает мозг вообще в принципе человека, как устроен. Чувак подумал, а что если я создам фейковую страницу и попробую по своей же реферальной ссылке зарегистрироваться? Он решил попробовать и говорит, типа, он решил попробовать, ввел вообще левый имейл, подтверждения там, оказывается, по электронной почте не было. Чувак ввел левый имейл, рандомный ник, пароль, перешел по реферальной ссылке, и ему пришло 2 бакса. Он зашел в свой аккаунт и увидел 2 бакса. И такой, ага. И что, подумайте, сделал чувак? Это же если 5 аккаунтов, то 10 баксов. Да, это как 40 минус 5, только 10. И что он сделал? Он сказал, типа, людям, которые там в школу приходили, именно пацанам, сказал, давайте я вам буду за деньги делать баксы. И чуваки ему платили деньги, то есть он брал меньше, чем просят супергонки, или как это называлось, и давал им баксы. В итоге он мне ни в какую этого не говорил. В итоге у меня уже была мотивация добиться того, что знает он. То есть сама суть того, что не программист смог это найти, меня это бесило. Я в итоге начал изучать этот сайт, в итоге понял, что оказывается там такой алгоритм работает, что оказывается для того, чтобы получить баксы, нужно зарегистрироваться и ввести реферальную ссылку. В итоге я написал на Delphi, есть такой объектно-ориентированный язык программирования, точнее среда, хотя сам язык Паскаль. И суть в чем? Я на этой программе, на персональном компьютере для ПК, написал приложение, которое делало следующее. Оно указывает твой никнейм, и я добавлял список логинов и паролей. Сначала делал так, потом подумал, зачем это буду делать? Я просто буду генерировать. Кнопку нажимаешь на эту программу, он переходит по этому сайту, автоматически вводит логин и пароль во все эти сайты. Я, как ты говорил, Wireshark, только там был HTTP анализер. С помощью него отловил запросы через браузер, через эту программу вбивал форму логин и пароли левые, и каждый раз переходил по своей реферальной ссылке. В итоге
чувак, который сидел вручную и в час где-то создавал, ну там 20-30 аккаунтов, я такой, типа, крутой, просто охренительный программист, прихожу в школу и говорю, типа, ну чё, я говорю, типа, ну чё, я говорю, да, я говорю, типа, ну чё, смотри, я говорю, посмотри на мои баксы, мне нахрен эти баксы не нужны были, я вообще не хотел эти баксы, мне просто хотелось доказать, что я смог тебя выиграть. В итоге я сказал чувакам, смотрите, я вам бесплатно могу эти баксы дать. И для того, чтобы просто поднять свою репутацию и показать, что я круче него, я брал логины этих чуваков, моих друзей, одноклассников и прочих параллельных одноклассников, которые старше меня были, вбивал в эту программу, приходил домой, вбивал в эту программу их логины, запускал программу, она автоматически за минут 5, если за час ты делал где-то 30 баксов, то она за минут 5 могла сделать баксов там 400-500. И моя программа работала намного быстрее, в 10 раз, чем обычный человек. В итоге чувак взбесился, понял, что типа я раскрыл его секрет. И я себя максимально чувствовал удовлетворенным в этой ситуации. А ты, как получается, поступил как мистер Робот? Ты досмотрел, последний сезон? Я, кстати, последний не смотрел. Что он там сделал? Короче, в конце украл все эти деньги и раздал их всем жителям на планете Земля. Ого, альтруист. Ты вот так же, да? Только в моем случае... Ты сам случае... догадался, как он это сделал? Да. То есть прикол в чем? Вот как я мыслил. Смотри как. Ты мыслил таким образом, что для того, чтобы найти на Ердуне баг, ты мыслил так, что сначала нужно понять, а какие способы есть для того, чтобы найти этот баг. А может быть, там можно ввести такой логин и пароль. Ты разные комбинации пробовал. И я уверен, что это ты делал. И таким же образом я решил изучить сам сайт. Я вообще не играл в эту игру. Когда все мои одноклассники играли, я считал просто, скажем так, не очень интеллектуальной, скажем, игрой. Хотя я сам не играл в интеллектуальные игры, но не считал ее такой интересной игрой, чтобы в нее играть и уделять на это время. В это время я увлекался программированием, Delphi и прочим. И просто из-за принципа я решил изучить. И я, почитав сам сайт, понял, что в профиле написано: за переход по реферальной ссылке и регистрацию тебе дают там 2-5 баксов. Все, там дальше думать дальше не нужно было. Кстати, это отличная история, на самом деле. Вот из известных сайтов, например, в Инстаграме, насколько я помню, то ли год назад, то ли чуть меньше, был такой баг. Вот, например, когда ты нажимаешь «Восстановить пароль», на телефон отсылается сообщение, типа 4-значный код, введите его, и т.д. И вот у них, оказывается, не было проверки, сколько раз запросов ты сделаешь на вот эту штуку, которая проверяет. Ты мог хоть 100 тысяч запросов сделать. Я понял уже, к чему на идет этот все. сервер. Да. И чё? Он рандомно генерировал там миллионами этих кодов, отсылал их, и рано или поздно что-то совпадало, и он мог типа просто заходить в страницу к любому человеку. Ничего себе, вот так вот. Да. И еще с Инстаграмом. Я это у айтипедии узнал. Помните, у него, если вы смотрели, у него был какой-то видос, связанный с этим, с Даркнетом. И у него, он, конечно, не озвучил, что там было и т.д. Сама суть была в том, что в Даркнете, типа, продавалась инструкция, как можно зайти в любой аккаунт в Инстаграме. Я, нашел эту инструкцию, сейчас она, конечно же, закрыта, и когда я на нее наткнулся, она была закрыта. Суть в том, что, мне кажется, вот эту дуру оставили сами программисты, чтобы ее потом продавать. Там суть была в том, что если ты заходишь через настройки, делаешь какие-то там действия, то ты опять же получаешь доступ к любой странице. Возможно, они это сделали для того, чтобы спецслужбы могли просто проникать на любую страницу. Возможно, из-за этого. Да, это как одна из теорий, может быть. Но у меня есть предположение, что просто они не додумались. Это не баг, Хваш, это не баг, это четкая инструкция, как нужно было попасть на страницу в Инстаграме. Инстаграм же, помните, там вообще была такая штука, что ты можешь на Даркнете купить себе вот эту галочку синюю. Поэтому, скорее всего, это сделал один и тот же человек. Maybe, кстати, maybe. Ну-ну. А ты не озвучиваешь то, что у тебя был сайт? Меня интересует следующий момент. Смотри, Рамзан вообще живой?
Живой, К живой. нему ворвались спецслужбы. Рамзан, мне вот интересно узнать следующий момент. Мы тут задавали тебе вопрос Да? касательно именно того, смотри, ты ИБшник, у тебя много опыта в этом вопросе, я повторю этот вопрос. Вот я уверен, что, наверное, хотя бы один студент посмотрит этот подкаст, точнее послушает и может что-то узнает из этого. Очень на это надеюсь. По крайней мере, мы вроде по делу говорим, что очень хорошо. Посоветуй, пожалуйста, Рамзан, что можно, как именно изучать студенту или школьнику твое направление? То есть в какой университет он должен поступить, там, какие курсы должен проходить, чтобы в благих целях изучать информационную безопасность? Я университеты не буду называть, они, если мне платили бы, я бы их назвал. Ну давай, если этот крутой университет. О, началось. Я могу сказать, что мой университет МТУСИ — это дно, я их рекламирую. Ладно, это шутка. Вообще, на самом деле, про студент уже, наверное, Skillbox. учится, да, и что-то какие-то знания получает. Но те школьники, которые сейчас уже, допустим, скоро начнут поступать, вообще, на самом деле, ведущие вузы в этом направлении — это МРЭ, МГУ, МФТИ. Про Бауманку надо было сразу сказать, это Бауманка. Вот как бы они, МИФИ, там на самом деле очень крутые есть вузы, вот тех, кто я перечислил, они реально специализируются. А на самом деле, если быть как бы, да, честным, нашей республике и вообще на рынке, да, рынке России по ИБ сейчас очень активно идет направление, да, вот, в наборе кадров, именно ИБшников, да, любых ИБшников, от и менеджеров. А можно на минуточку перебить? Да, говори. Вот, если, смотрите, например, вы уже нашли университет, но вам же нужно как-то туда добраться. Авиасейлс, поиск дешевых авиабилетов. Все, давайте. Сколько денег заплатили? Ему не заплатили, а просто типа... А вдруг? Вот сама как бы специализация ИБ, она очень сильно развивается сейчас в России, а как бы за рубежом просто руками, ногами забирают всех ИБшников, потому что сейчас киберпреступность на самом высоком, на самом деле, достаточно уровне. Последние годы особенно. И если при всем при этом, если программист, даже не про ИБшника говорю, допустим, любой программист, который учится, да, и он плюс еще будет получать сертификат по безопасности, то его руками, ногами заберут и скажут: блин, ты человек, который нам нужен был, вот тебе компьютер, вот как бы, и предложит как бы такую зарплату, что он, просто он будет сидеть себе как бы пока. Это какие-то компании негосударственные, да? Сейчас государство стоит в роли, скажем, регулятора, да? И он говорит, какие правила нужны для ИБ в России. И чтобы получить ИБ сертификацию для компании, ему куча всяких СЭК, ФСБ надо пройти и как бы пройти через эти все регуляторы и получить эти лицензии на эту деятельность. Да. Но если как бы сам искатель пишет хорошо код и понимает информационную безопасность, да, умеет писать безопасный код, он просто будет шоколад. На самом деле, просто ИБшников сейчас всех забирают руками-ногами. Вот я работаю инфоводчик, да, компания, которая специализируется в DLP по ИБ. Это работаю в защите, работаю, в МДР работаю. То есть эти компании, которые только профилируются в ИБ. И люди, которые прям, как бы, ИБшников прям забирают их. Они нужны. И тем школьникам, которые сейчас учатся, я вообще не добавлю прям только ИБ. А смотри, это получается, мне для того, чтобы ИБшником стать, нужно в Бауманку поступать именно? Или... Не надо в Бауманку поступать. Ты можешь в любой учебный центр, профилирующийся на ИБ, пройти некую... А диплом? Учитывая консервативный подход, скажем так, наших ингушей к тому, что без диплома ты не человек. Нет, смотри, ты студент, у тебя нет никакого технического образования. И без технического какого-то образования тебя никакой учебный центр не возьмет. Вот. Тогда в какой университет поступать? Или, смотрите,
А смотрите, ну, например, у тебя нет сертификата, но у тебя есть дофига знаний, ты умеешь все взламывать. Ты Это взламываешь сайт, который тебе нужен, и просто говоришь им о уязвимости. Не, на корочку, И они берут. вот, например, я работодатель, ты ко мне пришел, я ИБшник, да, я профилирую, и я тебе начинаю задавать вопросы. Вот, допустим, вот есть веб-сервер, ну, допустим, я говорю, вот как ты бы настроил некий конфиг, чтобы вот этой бреши не было бы, допустим. Ты уже понимаешь, как настроить этот конфиг, как бы, чтобы он был безопасен. И если ты отвечаешь на этот вопрос, говоришь, я бы вот так бы сделал бы, и твой ответ удовлетворяет тем требовал, тебя просто скажут. Подожди, да, подожди. Это получается, я же должен обладать этими знаниями, да? Хоть обладая знаниями, как бы ты можешь, это сертификат тебе как корочка, да, по сути. А эти знания ты можешь получить, исходя из любого, допустим, ресурса, тоже хабра, там, еще где-то. Ну, блин, смотри, вот у меня много кто спрашивает про программирование. И многие говорят, как стать программистом, я хочу изучать программирование и так далее, и так далее. Я могу им сказать, ну смотри, хабру. Я понимаю и осознаю, что это значит, я не могу сейчас другого слова подобрать, сейчас подберу отшить. Вот, это слово звучит лучше. Типа отстань. Я просто говорю, зайди на Хабр, это значит просто отстань. И осознаю, что человек, который хотел бы изучить программирование, он вряд ли через Хабр научится, потому что там термины и вообще сами слова используются довольно-таки сложные. Ну, это я же как бы утрирую, то есть Да, информацию в сети найти можно, да, как бы. Ну, а вот какую, вот смотри, ты же говоришь, что вот, например, в вашу компанию InfoWatch, для того, чтобы в нее попасть, диплом же по-любому нужен? Диплом по-любому нужен, но у тебя не будет оценки по твоему диплому, у тебя будет оценки по твоим знаниям. Ага, вот, смотри, вот, идем и дальше. Какой именно диплом мне должен быть? Только технический, или я могу, как, например, условно, как юрист, пойти со знаниями ИБ? Это любая компания, допустим, любую компанию, любой работодатель. Ты приходишь к нему соискатель, он спрашивает, какое у тебя образование? Высшее образование. Ну, кто-то спрашивает, кто-то не спрашивает. Вот. И тебя, допустим, делали пометку. И потом уже технический департамент тебя начинает спрашивать, тебя гонять по всяким терминам, по задачкам, по еще каким-то там, не знаю. То есть На самом деле диплом, кому твой диплом нужен? Ну, это да, это в программировании то же самое. То есть просто без диплома тебя могут взять на любую работу. Но если у тебя есть диплом, то тебе без проблем дадут визу хоть куда угодно, если я не ошибаюсь. Ну, то есть это плюс к визе, когда у тебя есть высшее образование. А можно вопрос? Тут в чате вопрос был. Вопрос можно я его задам? Сейчас. И извините, что я сейчас вопросы не даю в чате задавать, я просто хочу мысль подвести, чтобы ее не потерять и окончательно уже получить точный ответ. Смотри, Рамзан, для того, чтобы я как будущий студент или там школьник или кто-то еще смог двигаться в направлении ИБ, мне не нужно обязательно поступать на ИБшника там или какой-то конкретный университет идти. Мне достаточно просто там получить техническое образование в любом университете, но при этом саморазвиваться, то есть там пройти какие-то курсы, пройти какие-то там определенные видеоуроки на ютубе там и, соответственно, практиковаться для того, чтобы потом к вам прийти и сказать, что я обладаю знаниями в ИБ и проверьте меня. Да. Как портфолио? Смотри, портфолио, как я докажу? Если бы я ориентировался на дипломе, который я учился, теми знаниями, которые мне давал, я далеко бы не ушел. Понимаешь? А может, это некий препод, по идее. Поэтому по-любому университет тебе дает некую почву. Даже на самом деле университет пропагандировать нет смысла. Вся информация есть в сети, ты можешь все что угодно скачать, поставить. Да, тоже. Да. Если какие-то проблемы возникают, есть куча форумов, где ты можешь это описать. То есть, получается, лучше всего, наверное, на какой-то курс записаться, да? Ну, ты реально сталкиваешься. Да, ты можешь записаться на какие-то курсы, ты реально сталкиваешься с некими проблемами. Ты реально смотри, Рамзан, смотри, если в программировании для того, чтобы мне прийти к тебе, Рамзан, и сказать, что я крутой программист, смотри мои работы в гитхабе, этого достаточно, то как быть с ИБшниками? У них какое портфолио вообще? Как они должны доказать предварительно, что они могут
устроиться в твою компанию, что ты их заинтересуешь. А смотри, они же, по сути, ну, ИБшники, это социальные инженеры, и они должны уметь тебе впарить ручку. Бывает такое, что ты даешь ручку и такой, продай мне ручку. Мгм. Ну, То есть ИБшники... так, не, что ли, я- проходит? Я просто прикол. Я понял. Как, объясни, Рамзан, вот как я, вот смотри, как я, чувак, который студент, который смог только изучить ИБ, что-то там немного знает, как я тебе предварительно докажу, что меня нужно прособеседовать, и, возможно, я тебе подойду? Просто приходишь на обычное собеседование. Ну, смотря ИБ какой специализации. Ну, возьмем сайт, условно. Ты аудитор, ты защищаешь веб-приложение, ты Мгм, защищаешь А, тестер. Там, я не знаю, ты еще там, кто-то еще там. а портфолио нет у них как-то, типа, какой-то? Портфолио, ну, есть портфолио, ты можешь, допустим, если ты как программист, если ты профилируешь, что ты программист, который пишет безопасный код, ты выкладываешь свой код, показываешь такой-то, такой-то. Вот как, вот как. И код проходит через кучу анализаторов, Мгм. стараются сломать твой код и говорят, вот мы как бы нашли вот То такой есть, как бы ты его смотри, поставил? Ну, допустим, ага, то есть, вы нашли мой брешь, давайте я сейчас найду, как бы попробую его исправить. И ты гоняешь по CVE, смотришь, реально есть ли ага, CVE. интересно очень. А, И там А насчет этого, вот я, например, вчера видел видео от Володи Можняков, короче, Hack This сайт, и там он показывает, ну, типа, на примере какого-то сайта, сайт сам называется Hack This сайт, и там ты можешь продемонстрировать свои умения, типа, как ты находишь уязвимости. Можно еще так проверять, можно Скинь насколько ссылку, он. Ибра, много. скинь ссылку, пожалуйста. Я на видео могу скинуть ссылку. Да, Хорошо. да, было бы очень интересно посмотреть. Тут можно... А давай я тебе скину, у тебя же админка, ты можешь ее, типа... Давай. Ну, Ты по-моему, буквально ютубовский сюда можно. скину. Давайте на них ответим. А, да? Давайте, да, если- скинь ссылку. Вопрос. А вот вопрос был. Расскажите про обратную разработку. Связано ли оно с ИБ? Я вообще не слышал про обратную разработку. Что это? Кто-то слышал? Так, ну, давайте Ты скинул ссылку. так, про зарплаты мы ответили вроде бы. Вот Адам Балкоев задавал вопрос. Был бы опыт со взломом мобильного устройства, доступом к камере, микрофону, насколько это сложно для Android и насколько это сложно для iOS. Так, в принципе, вопрос на самом деле такой достаточно профильный. Взлом Android легче, чем iOS. И был ли опыт? Нет, опыта не было, но знаю, что Android сломать легче. Ну, это да, там же много брешей, потому что Android это просто, это ядро ж просто. Там очень много брешей, и код там не закрытый, и сломать его достаточно легко. Так, дальше. А насчет обратной разработки? Так, по поводу, что значит обратная Да, разработка? что это значит? Я тоже не понял. Я сам не понимаю. Ну, тут написано, расскажите про обратную разработку. Единственное, связанную что для я нас думаю, ИБ. обратная разработка, это когда ты написал код и нажимаешь Ctrl-Z. Да-да-да, кстати. Может быть, это обратная разработка. Так, исследование готового устройства для программы. Наверное, скорее всего, имеется в виду уже некий продакшн, что ли, экспериментировать. Не знаю даже. А тут еще были вопросы, кстати. Ну да, скажите, есть ли смысл лезть в безопасность сразу, или же лучше получить опыт разработки сначала? Лучше опыт. Нужно ли лучший опыт разработки, да? Ну да, ты сначала должен хотя бы понимать, из чего состоит система. Ну, например, если бы я не был бы разработчиком, я бы ничего не сделал бы, наверное, на Ертуне. Да, сперва разработка, ты понимаешь некие алгоритмы, как это работает. И мне кажется, вот этим ИБшникам, им нужно быть капец какими философами. Ну, то есть в том плане, что им нужно дальше думать, потому что они-то ищут систему, а потом пытаются ее сломать. То есть, получается, ИБшник круче программиста. То есть, ИБшник — это есть программист, но он круче программиста обычного. Даже не знаю. Вряд ли, наверное. Но если он сможет сделать то, что... Ну, сделать то же самое, что и программист, а потом еще и сломать его, то, наверное, да. Вот, Хамид, вот, да-да-да, кстати, да. Reverse engineering. Ну, типа, чтобы вы понимали, что это значит, это когда есть какая-то программа, и она зашифрована, там, обфусцирована. Короче, суть в чем, она, типа... Взломать
Ну, нет, типа, мы не знаем код этой программы, и мы хотим узнать код этой программы. Типа, вот как это сделать? Насколько я понял, наверное, так задается вопрос. У меня, на самом деле, опыта в этом нету, я даже не смогу. Ну, если отвечу, боюсь соврать, так что не буду отвечать. Я, может быть, попробую ответить, потому что когда-то что-то такое делал. Расскажите про обратную разработку. Связана ли она с ИБ? Почему? Потому что для того, чтобы понять, есть ли... Вообще, как устроена reverse engineering, как он устроен. Есть какая-то программа. Возьмем, когда вот я reverse engineering делал своих Delphi приложений. Как она устроена? Ты пишешь программу на каком-то языке, условно, как я сказал, Delphi. Ну, неважно, там C#, C++ и так далее. Тебе нужно... Потом приходит программист какой-то, который хочет проверить безопасность твоего приложения. Ты говоришь, оно работает охренительно. Ты говоришь, типа, все супер, там багов нету. Приходит реверс-инженер и говорит, типа, сейчас я проверю. Он открывает с помощью определенной программы, открывает именно твое приложение и начинает его декомпилировать. Что значит декомпиляция? Есть понятие компиляция, это когда твое приложение, код, превращается в программу. Есть декомпиляция. Логично, это значит, что твоя программа превращается обратно в код. И есть специальные программы, которые декомпилируют другие программы. Далее идет процесс reverse engineering. Что это значит? Это значит, что какая-то программа, когда выдала код другой программы, этого недостаточно. Если же эта программа смогла этот код вытащить, она его вытаскивает, ну, в процентов 10-20 таким, какой он был написан самим программистом. Но это очень редкий случай. Обычно этот код очень сильно модифицируется, когда вот он декомпилируется. То есть, ну, возвращается обратно приложение в код. И потом происходит reverse engineering. Тебе нужно взять это приложение, попытаться проверить, что в этом коде происходит, в котором написал программист. Если программист написал Hello World, то после декомпиляции Hello World превращается там, не знаю, там, QWERTY там 545, например. И тебе нужно понять, типа, а вот этот вот QWERTY 545, он к чему отсылается? И ты делаешь обратную разработку. То есть ты в обратном пути проверяешь, как происходит процесс запуска этой функции. Далее, соответственно, чтобы сделать reverse engineering, тебе нужно знать язык программирования Assembler. Язык программирования Assembler — это что-то вроде машинного кода. Для того, чтобы его проанализировать само приложение, тебе нужно с помощью другой программы открыть свое это приложение или чужое приложение и уже потом читать код на ассемблере. Там уже, соответственно, с помощью ассемблера ты там в определенных условиях, там не написано if в ассемблере, там, по-моему, я уже забыл, честно говоря, это давно у меня было. Там тебе нужно с помощью определенных там 2-3 букв состоящих команд нужно подменять те или иные там условия, там цифры и так далее. Соответственно, ты и таким образом тоже делаешь reverse engineering. То есть ты, условно, если, например, когда вы пишете программу, говорите if там value 532, потом говорите then, то есть типа тогда там активируй программу. С помощью reverse engineering вы можете сделать так, что эта программа, в которой указан if, вы можете сделать так, что этот if, это условие, оно всегда будет положительное, всегда true, с помощью именно reverse engineering. И чувак, который думал, что, блин, я написал охренительную программу, у которой защита крутая в виде if, даже если вы, например, на сервер обращаетесь, говорите, бери этот код, отправь его на сервер, когда сервер вернет там положительный ответ, сделай true, то в этой программе вы можете сделать так с помощью reverse engineering, обратной разработки, чтобы эта программа всегда говорила, даже если неверный код, она всегда будет говорить, круто, все работает отлично. И вот таким образом, то есть вся вот эта вот фишка так вот происходит. Вот так вот попытался объяснить. Мне больше ничего сказать. Офф-топ, кстати. Если вы хотите, ладно, не буду. Ну, скажи. Тут просто в чатике код. И, например, ты программист, и если ты хочешь быть крутым, ну, чтобы твой код был крут, то ты своего кота называешь true. Получается true код. Пошли-поехали. Да.
Дичь что, Хонг? Так, есть тут еще вопросы? Давай посмотрим. Давайте, знаете, как минут еще 5-10 на вопросы, не вопросы. А давайте и целую вечность, можно пока выключаться. не закончим. Пока не закончим мы жить. Да. Смотри, Рамзан, ты же, по сути, тоже программист, верно ж? Да, я программист, да. Ну, а ты проверяешь, что пишут твои программисты, типа, насколько это безопасно? Ты же техлидер еще вроде бы. Нет, у меня код-ревью проходит все. Да? Ну, Ну, я- а частенько бывает, что ты обнаруживаешь какие-то проблемные места? Или ваши программисты уже привыкли нормально писать? Нет, ну, по сути, программисты уже руку набили с этим делом. Угу. Каждый перед кодом весь код проходит через анализацию. И, ну, там уже готовый анализатор. А можешь, мне просто интересно про твой опыт послушать, типа, вообще чем ты занимаешься? Ну, чем занимается твоя компания, или это скрытая НДА там? Ну, тут есть некая коммерческая тайна. Ну, так, Ну, примерно, ты же можешь сказать, типа, я занимаюсь компания занимается DLP в основном. DLP это что такое? Крупная компания российская. Некий конкурент лаборатории Касперского. Ну, он достаточно крупная компания. Рамзан, DLP это что такое? Это защита утечки данных. Да, Ты он это же. говорил, да, ты это говорил. Да-да-да. Простите, у меня Альцгеймер. ADLE, знаешь, что такое? Data Life Engine. И вот на нем был один ингушский сайт. А тут вопрос задает Берт Азиев, Подожди, спрашивает... подожди. Data Life Ибрагим, подожди, Ибрагим, тут вопрос задает следующий. Тут, короче, опять же, офф-топ, Берт спрашивает. А кто помнит времена, когда через Winamp можно было взламывать защиту систему в играх? В игротеках, точнее. Вы с таким вообще сталкивались? Я раньше... Ну, короче, я однажды пришел с игротеки, и Кто на меня вообще отец Winamp накричал... Мгм. И на меня отец накричал, типа, какого фига ты сидишь в игротеке, если у тебя дома компьютеры. И я с тех времен обходил стороной. То есть Ну, у тебя дома иногда был, еще можно сказать, Winamp, который запрещал тебе играть в игры в игротеке. Как ты сказал? Winamp, знаешь, что такое программа? Не. Я говорю, какой у меня был опыт именно с игротекой. Что мне пришлось, типа, что мне нельзя было их уже посещать, потому что, ну, придешь и дать, я тебя А там меня побью. из игротеки в один день выгнали и запретили заходить. По-моему, где-то месяц мне не разрешал владелец игротеки заходить. После того, как... Короче, что я сделал? Я на компьютере, когда интернета у меня дома не было, я через... Тогда не было даже 3G, тогда был Edge. И он до сих пор есть, но тогда он был прям таким LTE как вариант. И я через этот интернет, у которого скорость скачивания была где-то 5 килобит, скачал Wallhack. Там был DLL файл. И этот файл, если ты возьмешь этот DLL файл, закинешь в папку с приложением, с игрой точнее, то если ты нажмешь F12, ты мог увидеть через стены всех игроков. И я на флешку закачал этот DLL файл, Wallhack, он так и назывался Wallhack, вставил в игротеке в флешку этот Wallhack, закинул его в папку и всегда пользовался тем компьютером, где был этот Wallhack. В один момент я настолько возомнил себя крутым, скажем так, хацкером, что решил своим друзьям показать это, сказать, смотрите, вот я похвастаюсь, типа, это самая худшая, наверное, моя ошибка была именно в игротеке, которую мог сделать. В итоге... И тут ты вывел следующую истину. Wallhack знает тишину. Да, Или любит. да. Потому что если бы я это своим знакомым и друзьям бы, хотя это были больше знакомые, если бы я им это не рассказал, я бы мог бы спокойно, ну, скажем так, немножко жульничать. И в итоге один из чуваков скрысил и сказал, типа, вон, Хаваш, через программу какую-то. Короче, он как сказал, взломал компьютер. Он, типа, сказал, что я его взломал. И смог сделать так, чтобы я, типа, видел через стенку. В итоге этот чувак, когда я в наушниках был, подошел ко мне, ударил меня по башке сзади, снял с меня наушники и сказал «Валеу качар». Хачмуула.
И меня это очень сильно разочаровало. Я так и не узнал, кто это очень долгое время. Потом узнал, но уже было бессмысленно. Но суть в том, что мне месяц не разрешали заходить в игротеку из-за вот такого вот интересного момента. Какой же он грубиян. Да. Вот это... Все. Мне обидно стало. Я больше туда не зайду, хоть я и туда не ходил. Это что, это какой-то VIP 06? Игротека? VIP, нет, это называл, она у нее даже названия было. VIP 06 это, кстати, сайт. Ты был на этом сайте? Помнишь? Вроде был похоже на Одноклассники. Да. А ты знаешь, кто этот сайт создал? Есть такой парень, я не знаю, смотрит ли он сейчас нас или нет, я сомневаюсь, что он смотрит. Он у нас очень деловой человек. Михаил Азиев. Нет, его зовут Альберт Саутиев. Это его сайт был? Да, я сейчас даже тайм-код запомню, 1:30, чтобы ему потом это показать. Суть в чем? Ты зарегистрировался на этом сайте, да? Как и я, в принципе. Да, я был там. Расскажи свой опыт очень именно этого похож на сайта. Одноклассники. Да. Расскажи свой опыт использования этого сайта. Как ты о нем узнал? Одноклассники сказали, типа, есть ингушская социальная сеть VIP 06. Я туда зашел, просто офигенно удивился. Неужели, типа, какой-то ингуш смог сделать, типа, социальную сеть? У меня, так как я сам хотел стать программистом, у меня просто этот сайт вызвал восхищение, что реально можно такой сайт сделать. Ну, на самом сейчас деле... он же его на движке сделал. Да, насколько я понял, он был на движке. Но суть в чем? Я тебе сначала объясню, что... ты, наверное, знаешь, но в любом случае объясню.Альберт Саутиев не программист. Начнем с этого. Да. Во-вторых, он дизайнер. В-третьих, он это решил сделать тогда, когда IT в Ингушетии практически никак не было развито. И когда я сидел в школе, ко мне, подходят чуваки и говорят: ты слышал, ингуш создал социальную сеть. Я такой: в смысле социальную сеть? Ингуш? Две несовместимые вещи, парадокс. Я такой, типа, дай-ка срочно посмотрю. И сайт назывался просто уникально. VIP 06. И .ru он был, или как-то org.ru, что ли, как-то так он назывался. .ru. Я такой: вау, ничего себе, думаю, охренеть. Вот то же самое. Ингуш создал сайт, социальную сеть. И в этот момент у меня еще постепенно, знаешь... такой, типа, нет, никогда не было зависти. Он такой, я думаю, типа, он же похож на Одноклассники, но при этом, опять же, думаю, это ингуш создал. Там еще была возможность, было больше возможностей, чем у Одноклассников, понимаешь? То есть там можно было бесплатно подарки отправлять, там можно было на профиле еще какие-то фичи делать для того, чтобы выделяться среди всех профилей. Вот как-то так. Ну, получается, это был, тогда, некий известный сайт, если ты про него довольно-таки известный был. То есть, в какой-то степени Альберт был звездой анонимной, скажем так, ингтернета. Да. Аноби Мит, ладно, не будем. Смотри, Рамзан, я хотел спросить, подожди, или не тебя? Что я хотел спросить? Забыл. Да, забыл. Реально забыл. Пока ты вспоминаешь, дай небольшую вставочку несу. Тут есть Берт Азиев. Наверное, некоторые знают Берта Азиева и знают сайт 06region.ru. Когда я вообще в принципе изучал программирование, только вообще хотел изучить программирование, я максимум знал, что такое ucos.ru и что такое HTML, CSS. Алды только вспомнишь, что такое ucos.ru. ucos это топ. Я чувствовал себя настоящим программистом. Да. Потом я пересел на DLE, а потом на кокаин. На гере, потом на крокодил. Бурные прошлости. Я вижу, у Ибрагима было молодое бурное, да. И суть в чем? Прошлое. Суть в чем? Я тогда только решил, заинтересовался вообще созданием сайтов. И моя сестра раньше, пользовалась компьютером больше, чем я. Я тогда вообще школьник был. Максимум, что я умел делать, это просто там включать какие-нибудь игры и заходить в ферму ВКонтакте и что-то такое делать. Потом постепенно у меня это возникло желание. Но суть в чем? Я тогда решил изучить ucos и прочее. И тогда сестра говорит: Халаш, говорит, ты же вот сейчас изучаешь, говоришь, вот это вот все. А ты слышал, говорит, что какой-то программист в Ингушетии создал сайт новостной, который называется 06 регион.
я тогда настолько охренел от этой информации, что подумал, что никогда в жизни я такой сайт создать не смогу. Я зашел на этот сайт, захожу, вижу 06 регион. И думаю, типа, блин, что это такое? Вижу охренеть. А? Joomla forever. Да. И вижу, что сайт очень красиво выглядит. На тот период это просто самый охренительный для меня дизайн был. Не считая ВКонтакте, как и сейчас, в принципе. И, хотя сейчас ВКонтакте не очень, но не суть. Я тогда думал, типа, блин, как такое возможно? Это невероятно такое. Ну, то есть, это вообще человек создал. Для меня вот примерно с такими мыслями я смотрел на этот сайт и думал, типа, блин, ну нет. Я никогда в своей жизни не смогу создавать такие крутые сайты. И я никогда в жизни не мог поверить вообще в принципе, что я хоть когда-нибудь в своей жизни смогу встретиться с автором этого сайта. Почему? Потому что где-то год или даже больше года я сидел на этом сайте, пытался там создать ингушское сообщество программистов. В этом сайте я писал: программисты Ингушетии, давайте соберемся все, давайте создадим сообщество. Еще тогда школьником я мечтал создать ингушское сообщество. Сейчас такая, знаешь, трогательная история, где мы все плакать должны. И суть в чем? На самом деле, это офигенная история. И суть в чем? Там был чувак, администратор. У него никнейм не состоял из фамилии. Там просто было одно имя. Ну, имя состояло из 4 букв, было просто написано Берт. И я типа не мог понять, кто этот чувак, блин. Он администратор, блин, еще создал сайт. И причем сайт довольно популярный. И я не знал вообще, кто такой Берт на тот момент, вообще в принципе. Через годика 4, не вру, через лет 6-7 я смог познакомиться с такой веб-студией, как Ant Web Studio, Ant Studio. Или как Ant Media Studio. Там я Сейчас она называется AntD. Нет, кстати, блин, ни хрена себе ты отсылочку сделал. Ну нет, и там уже я познакомился с ребятами крутыми, программистами, с дизайнерами, и начали обсуждать те сайты, которые мы создавали. На тот период я не знал вообще, в принципе, никого из там сидящих. И я говорю, типа, ну, я вот создал Moht.rf, сейчас он называется doshlorg.ru, я говорю, о, круто, туда-сюда, и все, говорят, какие проекты делал, и потом идет ход к следующему, которого звали на тот период, как сейчас, Берт. И он говорит, ну, у меня был сайт, говорит, 06 регион. В этот момент я такой, стоп, в смысле 06 регион? Он говорит, да, и вот, говорит, у меня был сайт 06region.ru. И в этот момент я понял, что передо мной сидит чувак, можно сказать, в большей степени из-за которого я вообще в принципе начал изучать программирование. То есть именно этот чувак, который сидит передо мной, мотивировал меня на то, чтобы я, ну, можно сказать, в большей степени, хотя мотиватором для меня было другое, но в большей степени он меня мотивировал на то, чтобы начать изучать веб-программирование. И просто из-за мысли такой, что я никогда в жизни не смогу создавать сайт 06region.ru, даже хотя бы на этом же уровне, я начал в дальнейшем изучать это программирование и пытаться создать хотя бы похожий сайт. Но вот такая вот интересная история у меня была. У меня практически идентичная история, ну, которую я расписывал в Инстаграме. Паш, а вообще с чем был связан этот 06region.ru? Я, наверное, пропустил эту цель. Он был новостной сайт, и там был прикол в том, да, что там, я сейчас не могу вспомнить, Рамзан сказал название этого движка, на G там Joomla? Joomla. Он был на Joomla. Это не тот оппозиционный сайт? Не, это 06 портал. А у Берда был четенький сайт. Там сколько их было. Но Берд напомнил, знаешь что? Извини, Ибрагим, я просто сейчас маленькую ставочку сделаю, и ты продолжишь. Не буду больше вообще болтать. Просто Берд сказал, что Рамзан создал сайт, который был админом и создателем одного из сайтов вместе с кем-то еще. Галашки. Вот я это хотел спросить, Паш, вот ты задал мой вопрос. Вот, теперь мы оба будем молчать. Да. Рамзан, это правда? Да. Рамзан, опять потому что ворвались скрывает. спецслужбы.
Вопрос какой был? Галашки.org.ru, я не знаю, как он назывался. Берт Азиев спрашивает, что говорит, что ты был одним из админов и создателей сайта, типа галашки.ру. Он не заглох. А что с ним случилось? ВКонтакте выше. ВКонтакте лучше? Это То есть- просто утверждение? Нет, знаешь, как получилось? Короче, он года 2-3, очень хорошо Мгм. как бы показал себя, и роль. Ну, типа там довольно много развлекательных. И там был некий форум, и на форуме там куча народа сидела. Там, политики там вообще как бы не было, просто как бы для развлечения. Люди там знакомились, общались. И в этот момент запустили ВКонтакте. Просто Мгм. запустили. Все, которые сидели, Вот как. как мы ни старались их обратно привлечь, никак не получалось. И потом там вышел Ваймох, по-моему, назывался. Ваймох. Смурзиева, что ли. Мгм. О, Ваймох, кстати, я вроде помню. Он же на DLE еще был. По-моему, у него домен был, если не ошибаюсь, .su. Если... Был .ru и был .su. По-моему. И я был даже модератором на этом сайте ваймох.su или .ru, я уже не... Или, по-моему, на .su, блин, я уже не помню. Но кто помнит эти ваймохки, однотипные названия сайтов? А чем этот сайт занимался Галашки.ком? Да, кстати, интересно. Это да. социальная сеть была, да? Это не социальная сеть была, это типа там и новости были, и музыки, и видео выкладывали, и там, короче, там чисто развлекуха, короче. была. Это был Там форум, много да? посетителей было примерно? Но я сейчас никак не вспомнил, там около 600 уников было, по-моему. Нормально. А Это деньги он довольно приносил очень вообще? много. Но мы не зарабатывали. Богдан, хотели сказать, там тебя забахать, то все, короче, не стали что такое делать. Ты сейчас Не, кажется, смотри, чтобы ты понимал, 600 человек на тот период, это довольно... Я тебе сейчас скажу так, что doshlark.ru посещают в 2020-м 800-1000 человек, так что... Это был год 2004. Знаешь, Паш, я думал, ты сейчас скажешь, типа, что обычно говорят, типа, в СССР раньше рубль был как 100. Да-да-да. А вот раньше... Да-да-да. Раньше 800 человек, это 800 миллионов. Ну, на самом деле, довольно такие интересные у нас истории сейчас. Я даже не Ну думал, да, что кстати, вообще вот эти про истории будем веб-архив. обсуждать. Берт говорит, что можно посмотреть все эти сайты. М, Ну, они, я думаю, напрямую связаны с информационной безопасностью. Все ингушские приколы, которые показывали друг другу на Nokia, были с этого сайта, представь. Только на Nokia. На Samsung уже другие. Но у меня, кстати, был Siemens. У меня потом был Sony Ericsson K750i, я тогда был мажором. И тогда, да, 3GP, что там еще было, я уже не помню. Хаш, а почему ты не афишируешь свой сайт, который у тебя был? Ну, Это же неохота. тоже- ну, У типа, меня... ну, это же, ну, типа, это не что-то запрещенное было. Нет. Меня больше интересует какой момент. Меня больше Ты опять интересует... привел, да, тема. Меня больше Заметьте, интересует... я 3 раза упоминал сайт и 3 раза Хаваш. типа, Ну, неохота переводил мне, тему. Ибрагим. Да ладно, что другую тему. Мне больше интересно узнать следующее. Чтобы мы подводили сейчас итог этой трансляции, потому что час 40 уже хватит. Давайте тогда подводить итоги, чтобы было понятно, в чем вообще суть этого подкаста. Потому что, честно говоря, по моему мнению, вышел очень интересный подкаст. И реально было с Ибрагимом и с Рамзаном интересно поговорить и посмотреть, что в чате пишут. Я не ожидал, что вообще хотя бы нас человек 3-4 будут смотреть, но уже круто. В 11 ночи, что уже столько людей смотрит. Это круто для интернета. Тогда давайте подводить коротко итоги, и чтобы в дальнейшем эта информация хотя бы какую-то пользу принесла. Для того, чтобы стать... Я буду резюмировать, там Рамзан или Ибрагим меня поправят. Для того, чтобы стать информационным безопасником, не обязательно иметь диплом, не обязательно поступать в университет, хотя, наверное, желательно получить техническое образование. Если в случае с программистом это не обязательно, то есть ты можешь, например, как я,
просто сделать так, чтобы тебя отчислили из университета и работать где-то в компании, то, мне кажется, в случае с ИБшником техническое образование, наверное, нужно. Хотя бы какой-нибудь диплом. Но я могу ошибаться, потому что Рамзан опытнее меня в этом вопросе. И самым большим моментом касательно получения именно знаний в плане информационной безопасности являются, наверное, больше какие-то курсы онлайн, которые могут тебе принести больше пользы, чем нежели университет. И лучше двигаться в этом направлении. Опять же, вопрос касательно того, какие курсы лучше, наверное, оставить на обсуждение в чате, если кому-то это будет интересно. Но суть как бы понятна. И получается, для того, чтобы в дальнейшем изучать информационную безопасность, нужно, во-первых, самому изучать и находить, рыть все источники, материалы по информационной безопасности. Желательно, наверное, будет хорошо знать английский, хотя бы немножко. И, во-вторых, это смотреть в сторону курсов. Вот как-то так. Вроде бы, наверное, вот это вот самое главное, что я хотел бы резюмировать. Если есть что-то вам добавить, будет здорово. Если... Я там в телеге кинул технический бэкграунд, Мгм. да, вот чисто по ИБ-специалистам, технический бэкграунд, и кинул по ЗП, как примерные цены там. Ну, А куда ты скинул, Рамзан, скажи, чтобы я сейчас открыл экран и смог это показать всем. где комментарии в этот. Интернет-чат. Это получается для того, чтобы зайти в интернет-чат. Нет, я тут... Берт, мне кажется, аватарку стоит поменять. Для того, чтобы зайти в интернет-чат, нужно зайти через канал интернет в обсуждение. И тут Рамзан закинул информацию, которую озвучил ранее. Ага, вижу, круто. Вот то, что, в принципе, нужно. А какие-нибудь курсы сможешь порекомендовать в чате? Попозже скину. Все будет очень здорово, чтобы хоть кому-то было полезно. Тут Абу Бакр Хашиев говорит, что на Udemy. Абу Бакр, скинь нам в чат, пожалуйста. Есть на Geekbrains, есть, но хорошие учебные курсы, они идут на специалист.ру. Угу. Самые шикарные уроки, и они идут на специалист.ру. Специалист.ру, это что такое? СОК, ВАФы, там, как бы это уже специалист.ру. Udemy есть, да, там несколько курсов, но я уверенностью не могу сказать, что... Ну да, там можно знакомительно, но вот на специалист.ру реально... Вот вижу. Информационная безопасность, да? Ну, в принципе, наверное, можно тут тоже посмотреть. Специалист.ру Рамзан. Человеку, у которого намного больше опыта, чем вместе у нас с Ибрагимом взятых, думаю, ерунды не скажет. Вот как-то так. Так что, думаю, на этом, можно завершать нашу трансляцию, если Ибрагиму или Рамзану нечего добавить. Есть вам что-то добавить? Да не, мне нет. Ага. Приятно было посидеть с вами. Все, взаимно. Было приятно с вами посидеть, было приятно пообсуждать и отвечать на вопросы в чате. Иншаллах, надеюсь, что такой формат мы не будем как бы терять и будем интересных гостей звать, может быть, кого-то еще позовем в дальнейшем. Так что, если у вас есть желание поучаствовать в подкасте в качестве ведущих, и у вас есть опыт в той или иной сфере деятельности, которую мы будем озвучивать, наверное, ранее, там, хотя бы за час, за 2 часа вперед, то вы можете нам в комментариях написать, и мы, иншаллах, если вы действительно подходите и хороший, интересный чувак, специалист, можете к нам подключиться. Будет интересно с вами тоже пообсуждать. Также, иншаллах, надеюсь, что мы будем звать не только ИБшников, программистов. Мы будем делать подкасты. Надеюсь очень сильно, что дизайнеры проявят тоже хотя бы какую-то активность по подкастам и будут звать интересных дизайнеров, чтобы потом и дизайнеры, которые есть в интернете, тоже заинтересовались. Мы будем также звать не только дизайнеров, программистов, ну, может быть, там, продакт-менеджеров, может быть, кого-нибудь еще. То есть не только вот этих вот, которые тыкают по клавиатуре просто и мышкой дергают. Вот как-то так. Что-то кто-то хотел добавить? Или мне послышалось? Ладно, никто ничего не хотел. В общем,
Шын Маснер бистя Шын Маснер, ассаламу алейкум. Я думаю, на этом мы можем завершить. Я тебе слышал.